урматтуу баяндамачы, айтсаңыз, ошондо бул мыйзам боюнча жеке адамдардын жеке менчиктеги жерлерди мамлекет алам десе да, сатып алам десе, ошондо бул кайсы учурларда так айтып бере аласыздарбы? Ала алат да? Саламатсыздарбы, урматтуу Эльвира Жыргалбековна. Анан процедурасы кандай болот, Айнур айым, айтып койсоңуз? Эльвира Жыргалбековна, выкуп и изъятие, расмиттелде жооп берсем, выкуп и изъятие земельных участков для общественных и государственных нужд, он будет, здесь дается понятие в статье 233 прим. 18, что такое общественные и государственные нужды. Это потребности, связанные с обеспечением национальной безопасности, охраны окружающей среды, охраны объектов историко-культурного наследия, размещения и обслуживания объектов обороны, объектов природно-заповедного фонда. Кечиресиз, Зарема айым, а вот прям вы можете уточнить, да? Государственные и общественные нужды, конкретно обеспечение национальной безопасности. Что именно подразумевается? Какой именно объект где находится? А то жил себе человек, приходит государство и говорит, я забираю у тебя дом. Нет, но здесь же в данном случае же будет планирование, получается, идет планирование. И здесь не дом, а земельные участки. И это не так же, что у тебя забирают, у тебя с тобой будут договариваться же. А потом, если действительно другого земельного участка нет, но вы для того, чтобы именно вот обеспечить национальную безопасность. Да. А в случае, если не договорятся, что происходит? Тогда на рассмотрение суда, тогда суд принимает решение об изъятии земельного здесь участка. Просто сегодня утром судьи были, почему-то сократили перечень вопросов, я не успела задать. В практике Кыргызской Республики за последние несколько лет гражданин, который подает иск на государство, он его не выигрывает, чтобы вы понимали. И такая практика у нас привычная практика. Кто судился хоть раз с государством, знает, о чем идет речь. Бизнес, который пытается доказать, вот, с учетом последних многих процессов кустуризации, это те жалобы, которые лично мне поступили, они проигрывают суды. Поэтому если здесь гарантия, определение очень размытое, что в итоге, если человек не будет согласен отдать государству участок земельный, и если он скажет, меня не устраивает цена, либо еще какие-то варианты, если там будет несколько участков, а скажет, нет, именно твой участок забирают, да, а он будет не согласен, и дойдет дело до суда. А в суды у нас, я очень извиняюсь, большая часть населения давно уже не верит. Сколько мы эту судебную реформу не делали бы, но население до сих пор, кредит доверия судьям, он же очень низкий, вы, Зарема айым, вы это хорошо знаете, да? Поэтому мне бы хотелось, чтобы понятия были прям точно определенные, да, потому что очень размытое определение, да, создается опасность. Может, допустим, вот Гавайи, да, находится участок в Токмаке, может, кому-то этот участок понравится и скажет, вот там зеленая зона у нас будет, да, и все, и нету Гавайев частного сектора. Вот такие риски есть или нет? Кто даст гарантии и почему вы четко это не прописали? Эльвира Джергалбековна, на самом деле это, в принципе, действующая редакция. Мы сюда вносили... Нет, примечание, я поняла, это точечные поправки, да, но вы его тоже расплывчатым дали. Добавляли слова «государственные нужды» и здесь привели в соответствие с той редакцией, которая сейчас в Земельном кодексе прописана. Там есть статья в Земельном кодексе 3 прим. 2, и вот терминология, ну, мы еще подработали ее, там тоже были некоторые неправильные моменты, откорректировали. Здесь вот эта статья, это действующая редакция. Зарема айым, подождите, вы меня не перебивайте-то. Я же спрашиваю о чем? Институт частной собственности, он неприкосновенен в этой стране должен быть. По факту в судах частные лица проигрывают государству всегда. Поэтому я и спрашиваю, четкие определения, они вот такими остались, вы такие предлагаете, они еще четче будут прописаны или нет? Депутаты-то они не переживают, потому что они думают, пока они депутаты, их это не коснется. Эльвира Джергалбековна,
Мурат Раматов, заместитель министра сельского хозяйства. Я дополню, на сегодняшний день разрабатывается проект, вернее он разработан, вносится дополнение, и в данном случае мы тоже критерии понятия, мы просим Национальное агентство по инвестициям тоже дать определение критериев. В этом плане еще дорабатывается, ответ на ваш вопрос, да, еще по этим понятиям и критериям будет дополнительная еще проработка. Потому что очень расплывчатые понятия, во-первых. Во-вторых, охрана окружающей среды. Что именно там? Парковых зон у нас очень много, там строится в нарушении всех норм. Поэтому, пожалуйста, дайте четкое определение. Мы свои предложения тоже дадим, да?